Абхазия, объединяйся. Под таким постом благотворительный фонд «Баракят» открыл сбор в помощь 5 семьям, пострадавшим при пожаре, который произошел 14 августа в Сухуми по улице Акертава. В тот день произошел крупный пожар. Загорелось несколько домов. На момент прибытия пожарных горела кровля. Пламя перекидывалось на другие строения. Стремительному распространению огня способствовало то, что перекрытия загоревшихся домов были деревянными, а стены отделаны дранкой. К тому же район пожара был плотно застроен. Огонь тушили 6 пожарных расчетов из Сухума, Гулрипша и Очимчиры. К месту происшествия прибыли также спасатели и медики МЧС. При тушении огня в одном из захваченных пламенем домов сдетонировали пиротехнические изделия, что в свою очередь привело к еще большему распространению огня. Однако усилиями пожарных пламя было локализовано и потушено. В результате пожара 4 дома сгорели полностью, 2 строения повреждены частично. В пожаре пострадали семьи Ходжава, Шоня, Гвициня, 2 семьи Жиба. Семья Ходжава здесь живет с 2017 года. В семье 4 детей. Из-за пожара они остались без крыши над головой и ютятся у родственников. Вот это наш дом. Получается, вот и эту половинку мы купили вот после Нового года. Выкупили, немножко расширились. Пожар начался с соседнего дома. И как-то быстро-быстро все по крышам перекинулось. Мы, получается, успели только, мы спали с ребенком, день это был. И, ничего не успели мы взять. Ни документы, ни вещи, ничего. Вот ребенок голенькая спала, она полотенце ее завернула и убежали. И мы вот босиком с малышом выбежали через других соседей. Здесь невозможно было пробежать, такой жар стоял. Вот. Где вы сейчас находитесь? Мы у родственников, то у одних, то у других, потому что семья большая, нас много. Вот Баракят за нас взялся, и все. И люди добрые нам помогают вещами. Очень много слышим слов поддержки, за это тоже спасибо людям большое. Сбор был открыт 20 августа, и за это время уже удалось собрать 209 тысяч рублей. Общая сумма сбора – 1,5 миллиона рублей. Все собранные средства будут распределены среди пострадавших для восстановления их домов. Также в обращении мы призвали строительные магазины, цеха пластиковых окон, лесобазы, обратились к ним в обращении, чтобы они оказали посильную для них помощь. Со вчерашнего дня откликнулось 3 цеха пластиковых окон, то есть касаемо окон вопрос закрыт, они полностью возьмут на себя эти обязательства, установят пластиковые окна. Также отозвалась одна компания, которая устанавливает натяжные потолки, они взяли на себя 1 семью. И, пользуясь случаем, конечно же, хотелось бы обратиться ко всем предпринимателям Абхазии, к магазинам строительным. Я думаю, каждый понимает, что здесь понадобится электрика, сантехника, шпаклевка, цемент, все, что нужно. И призываем всех вложить свой посильный вклад в это благое дело. Также среди пострадавших есть 2 многодетные семьи, которые остались совершенно без вещей. Новоафонский монастырь соберет и оденет детей в школу, а благотворительная организация «Кераз» предоставит канцелярию. Если каждый магазин пригласит к себе по 1 ребенку, оденет его, потому что у них совершенно ничего нет, было бы вообще замечательно. Еще такое же обращение, нужно вывозить мусор. Для этого требуется техника. Сейчас у них нет возможности платить за эту технику. Если просто по 1 рейсу каждый от себя сделает отсюда, помогая вывести мусор, то это все будет быстрее намного и людям будет легче. То есть мы призываем всю Абхазию объединиться. Каждый, думаю, найдет, чем он может помочь и чем он может быть полезен в этой ситуации. Мы сами намеренно выстроили работу так, чтобы каждый человек видел, сколько собралось в помощь ему, и каждый сам покупал и знал, за сколько он купил, сколько он чего купил. То есть мы в этом процессе не участвуем. Стоит отметить, что благотворительный фонд «Баракят» уже с декабря месяца оказывает помощь погорельцам. Наша организация взяла эту сферу, именно пожары, погорельцы, с декабря месяца. С декабря месяца нам удалось провести
8 сборов для погорельцев. Общая сумма была собрана 1 806 000 рублей. Также хочу отметить, что государство сегодня очень хорошо участвует. Мы понимаем, что там каждой семье невозможно выплатить полностью весь ущерб, который они понесли. Но сегодня у нас вот несколько проектов получилось так, что государство выделило, мы собрали какую-то сумму, и люди сегодня уже живут в своих домах. Кто-то восстанавливает, кто-то живет. Помочь погорельцам можно, перечислив деньги на карту Сбербанка, которую вы видите сейчас на экранах. Всю отчетность по поступлениям вы можете увидеть на странице Баракят в Инстаграме. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.